В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели» и я, ее ведущая Елена Лолова. Здравствуйте. В середине февраля Министерство экономики Абхазии объявило конкурс для подрядчиков, желающих заключить договор по выполнению работ в рамках инвестиционной программы. Речь идет о реконструкции 20 объектов водоснабжения. Перед правительством стоит задача обеспечить качественное выполнение этой программы и эффективное расходование средств. В пятницу определились участники конкурса на право проведения капитального ремонта 5 объектов. Это системы водоснабжения и водоотведения в Сухуми. Как проходит конкурс и насколько он прозрачен, мы поговорим с гостем студии. А пока давайте вспомним, что важного произошло на уходящей неделе. 1 марта президент Рауль Хаджимов встретился с руководителями политических партий и общественных объединений, чтобы обсудить работу политического консультативного совета при президенте Абхазии. Рауль Хаджимов подчеркнул, что совет должен стать эффективным инструментом взаимодействия между различными политическими силами и властью. Обсуждались персональный состав консультативного совета, целесообразность участия в нем общественных объединений, а также предложения по доработке положения о политическом консультативном совете. В первый день весны инициативная группа граждан подала заявление в Центральную избирательную комиссию по проведению референдума, в основном состоящей из представителей оппозиционных сил. Инициативная группа выступает за проведение референдума по проведению досрочных выборов президента страны. Председатель Центра избиркома Батал Тапагуа сообщил, что заявление принято в соответствии с законом о всенародном голосовании. Центральной избирательной комиссии отведено 15 суток на регистрацию членов инициативной группы и выдачу им свидетельства о регистрации. Требуется собрать не менее 10 тысяч подписей в течение 2 месяцев со дня выдачи свидетельства о регистрации инициативной группы по проведению плебисцита. На следующий день в культурном центре Абаза прошла пресс-конференция, на которой представители инициативной группы рассказали, почему они решили выйти с этим предложением и что им не нравится в действиях нынешней власти. Референдум, по их убеждению, является законным выходом из сложившейся сложной экономической и общественно-политической ситуации в стране. На встрече с руководителями политических партий и общественных объединений президент Рауль Хаджимов прокомментировал идею проведения всенародного референдума. По словам главы государства, есть и другая значительная часть общества, у которой другое мнение по данному вопросу. Значительная часть нашего общества, у которых тоже есть свое мнение по этим вопросам. Так что никакие референдумы, никакие такие шаги ничего не изменят в нашей деятельности. Это я говорю сразу. Потому что референдум на сегодняшний день – это не выход из положения дел, которые, во всяком случае, видят таким образом некоторые господа. Против проведения референдума выступили политическая партия «Форум народного единства Абхазии», общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Абаш» и ветеранская организация «Аруа». Они считают, что нет никаких оснований для проведения референдума по досрочным президентским выборам. Рауль Хаджимов избран законным и демократическим путем. Выборы признаны легитимными и состоявшимися. Новым руководством Абхазии предприняты серьезные шаги по преодолению существовавшего кризиса и начата работа по реализации реформ, говорится в частности в заявлении партии «Форума народного единства Абхазии». В поддержку инициативной группы граждан по проведению референдума выступили Фонд социально-экономических и политических исследований АПРА, политическая партия Амцахара и общественная организация Кераза. 4 политические партии: Коммунистическая партия, Единая Абхазия, Партия экономического развития Абхазии, Народная партия Абхазии и 2 организации: Абхазский союз ветеранов Афганистана и Фонд международного делового сотрудничества подписали договор о создании Совета национального единства. Цель Совета – решать общенациональные задачи, направленные на преодоление кризисных явлений политического и экономического характера. В Кабинете министров сформирована рабочая группа под руководством вице-премьера Дмитрия Серикова, которая займется разработкой оптимизации налогов, сборов и иных обязательных платежей. В правительстве уже прошла первая рабочая встреча, на которой обсуждались способы снижения налогового бремени для предпринимателей. В срок до 31 марта рабочей группе необходимо подготовить проекты нормативно-правовых актов. Министерство по налогам и сборам и Государственная миграционная служба во вторник подписали соглашение о взаимодействии. Большинство мигрантов уклоняется от уплаты налогов, поэтому 2 ведомства будут координировать свои действия для более эффективной работы по их налогообложению. В прошлом году разрешительные документы на трудовую деятельность в Абхазии получили 4484 человека. 1 марта коллегия Министерства образования подвела итоги первого полугодия 2015-2016 учебного года. В текущем учебном году функционирует 35 государственных дошкольных учреждений, 156 общеобразовательных школ, в том числе 4 интерната. Кадровая проблема остается основной. В школах по-прежнему не хватает специалистов по многим предметам. Потребность в учителях в районах колеблется от 13 до 163. Особенно это ощущается в Гудауцком, Гагровском, Очемчирском и Галском районах. В
2 марта в администрации президента прошло очередное рабочее совещание членов Совета по экономическому развитию и реформам. Был представлен проект концепции экономических реформ и программы по восстановлению экономики Абхазии, подготовленной группой российских специалистов в области стратегического планирования. 3 апреля в Абхазии пройдут выборы в органы местного самоуправления. В Сухумской избирательной комиссии по выборам в органы местного самоуправления вовсю кипит работа. Идет регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты столичного собрания. Среди тех, кто намерен баллотироваться, депутаты последнего созыва, служащие, предприниматели, журналисты, преподаватели школ и университета, ученые, студенты, сотрудницы МВД, спортсмены, политические деятели. Регистрация инициативных групп завершится 13 марта. В среду общественная организация «Женщины в политике» организовала круглый стол по теме запрета аборта в Абхазии. Участники дискуссии считают, что депутаты парламента проигнорировали мнение медиков и женщин. Они уверены, что запрет на аборты не повлияет на улучшение демографической ситуации в стране, а лишь увеличит число криминальных абортов. По информации депутатов, принявших участие в дискуссии, только в 2015 году в Абхазии было сделано около 700 абортов и лишь 15 по медицинским показаниям. Президент Рауль Хаджима подписал указ о подтверждении стратегии социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года. В стратегии сформулированы основные направления государственной политики в области социально-экономического развития республики. В четверг в Сухуме прошла презентация общественной организации «Наш дом Абхазия». Руководители организации Рауль Лолу, Алхаст Хагушев и Константин Пилья рассказали о целях и задачах объединения, а также ответили на актуальные вопросы общественно-политической жизни Абхазии. У членов общественной организации на данный момент нет планов преобразовываться в политическую партию, как и намерения войти в консультативный совет при президенте. Они не поддерживают инициативу группы граждан провести референдум по вопросу досрочных выборов президента Абхазии. В четверг в администрации Сухума подвели итоги работы за 2015 год. По информации руководства столичной администрации, количество индивидуальных предпринимателей в городе составило более 2000. Это на 9% больше, чем в 2014 году. Большинство индивидуальных предпринимателей, около 73%, заняты в сфере торговли и около 25% в сфере услуг. В сфере производства задействовано всего 58 индивидуальных предпринимателей. 5 лучших журналистских работ стали лауреатами ежегодного конкурса Союза журналистов Абхазии. Искусствовед и журналист Боча Аджинджал стал его победителем. В этом году конкурс был посвящен юбилею первого президента Владислава Арзенба. На конкурс было представлено 9 работ, опубликованных в газетах и журналах в прошлом году. Дебютный полнометражный фильм «Мост» молодого абхазского режиссера Наора Гармелия занял 3-е место на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Молодому режиссеру из Абхазии была вручена премия «Бронзовая тайга». Главные роли в фильме исполнили непрофессиональные актеры. 10-летний школьник из села Баслав Аслан Хиба и отец режиссера Беслан Гармелия. Фильм был снят в Кварчале в 2014 году. Наур Гармелия – студент Санкт-Петербургского университета кино и телевидения. 4 марта – 6-я годовщина со дня смерти первого президента Абхазии Владислава Арзенба. В этот же день, 4 марта, день рождения второго президента республики Сергея Багавша. Президент Рауль Хаджима, члены правительства, депутаты, общественность почтили память Владислава Арзенба в селе Шера Сухумского района и Сергея Багавша в селе Чгарда Ачамчирского района. В конце рабочей недели прошла встреча министра иностранных дел Вячеслава Чирикба с сопредседателями женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. На очередном раунде планируется вновь поставить вопрос о возобновлении механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Галском районе. На повестке дня также тема борьбы с самшитовой огневкой и восстановления утерянных во время Отечественной войны народа Абхазии архивных документов. Сопредседатель женевских дискуссий от Евросоюза Герберт Зальбер также выразил надежду на продуктивность предстоящего 35-го раунда женевских дискуссий, который назначен на 22-23 марта. Это все, чем запомнилась уходящая неделя. А сейчас поговорим о том, как проходит конкурс для подрядчиков, желающих получить госзаказ на проведение ремонтных работ объектов водоснабжения, включенных в инвестпрограмму на 2015-2017 годы. У нас в студии заместитель министра экономики, председатель конкурсной комиссии Ахра Ристава. Здравствуйте, Ахра Шотович. Здравствуйте. Перед тем, как мы начнем наш разговор, давайте посмотрим сюжет, подготовленный Белой Кварчи, о том, как вы съездили на производственные предприятия, претендующие на получение госзаказа. Давайте посмотрим. В начале февраля 2016 года Министерство экономики объявило конкурс среди предприятий республики на право заключения договоров подряда на выполнение строительных работ. Проекты будут осуществляться в рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2015-2017 годы. 24 февраля в рамках своей работы представители комиссии по реализации инвестпрограммы посетили несколько предприятий, производителей собственной продукции,
продукции. Члены комиссии проверяли потенциал предприятий, их ресурсы и возможности. Среди них государственное предприятие «Абхазберегозащита». Организация испытывает трудности с заказами. Чтобы осуществлять текущий ремонт техники и платить заработную плату коллективу, организация принимает частные заказы. Госзаказ на строительство опорной стены – это один из лотов проводимого тендера. Позволит предприятию выйти на новый уровень развития, считают здесь. Стоит задача сохранить организацию, потому что сложно сегодня. Вот Министерство экономики выставило на конкурс несколько лотов. Будем участвовать, добиваться того, чтобы там есть объекты непосредственно по нашей работе. Это подпорные стены. Будем принимать участие и добиваться, чтобы этот лот достался нам. Фирма «Монблан Абхазия» – еще один объект, претендующий на участие в инвестпрограмме. Здесь производят стеклопакеты и фурнитуру. Один из руководителей предприятия заверил, что качество продукции здесь соответствует мировым стандартам. Участие в инвестпрограмме, считает он, дает шанс повысить конкурентоспособность предприятия. Будем участвовать в тендере по школе, детские сады, потому что это, конечно, очень нужно стимулировать местное производство. Мы полностью все можем здесь произвести на высшем уровне, по цене конкурентоспособной от других производителей из России. И очень нужно, чтобы была возможность и наши местные производители участвовать в этих тендерах. Это очень важный момент. Еще одно предприятие, производитель собственной и, что важно, конкурентоспособной продукции, завод по производству труб в Гудаутском районе. На заводе работают более 30 человек. Молодые специалисты прошли обучение в России. Правда, заказов пока немного. Сегодня здесь думают об участии в тендере по обеспечению трубами объектов водопроводной системы в республике. Мы вторсырье не используем, поэтому у нас даже с России специалисты приезжают и смотрят нашу трубу. Они удивляются, что такого качества. Но мы конкурируем с ними, и конкурентоспособная наша труба здесь стоит на несколько рублей ниже, чем там у них на месте. Будем добиваться и нашу трубу экспортировать в Россию. Члены комиссии, в составе которых были депутаты парламента и представители Минэкономики Абхазии, оценивали готовность предприятия к участию в тендере. Предприятия конкурентоспособные, они и по цене, и по качеству, оборудование у них новейшее, они способны выполнять и строительные заказы, и строительные работы в соответствии с современными стандартами, принятыми в мире. 4 марта в Минэкономике Абхазии определяли, кто станет победителем конкурса на право проведения капремонта систем водоснабжения Сухума. Комиссия вскрывала конверты с документацией, предоставленной предприятием. Убеждалась в том, платит ли предприятие налоги, нет ли у него кредитных задолженностей, какова квалификация и численность персонала, а также финансовая устойчивость организации. Некоторые претенденты подали заявки на участие в конкурсе одновременно по нескольким лотам. В документах называются суммы, которые предприятия предлагают за тот или иной лот, а также указываются сроки выполнения работ. В конкурсе за право проведения капитального ремонта 5 объектов системы водоснабжения и водоотвода в Сухуме приняли участие 26 абхазских предприятий. Перечень объектов предварительно был определен на заседании комиссии 10 февраля. Дальше начинается более, на мой взгляд, сложная работа, кропотливая. Это каждый член комиссии должен рассмотреть все эти материалы, выставить там установленному порядку баллы, потом будет произведен подсчет этих баллов, в результате объявлены победители. Насколько приложенные документы отражают действительное положение дел на предприятии, проверят сотрудники МВД. Была Кварчи, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Итак, на втором заседании комиссии при Министерстве экономики было одобрено 20 объектов водоснабжения, подлежащих ремонту и реконструкции в рамках инвестиционной программы на 2015-2017 годы. Что это за объекты и почему именно эти объекты попали в этот список? Объекты выставляются в виде лотов на конкурс, прошедшие экспертизу в Сочи. После экспертизы поступает финансирование. Без экспертизы нет смысла выставлять лоты на конкурс. 20 объектов, о которых вы говорите, это объекты водоснабжения и канализации, расположены в городе Гал, Творчал, Ачимчирский район, там село Члоу,
Гулрипский район. И по мере выхода и прохождения экспертизы дальше будут поступать лоты, включая и школы, и детсады, и другие объекты Министерства культуры. В общем, как пройдет экспертиза, пойдут в виде лотов на конкурс. Что это за экспертиза, кто ее проводит и кто оплачивает эту экспертизу? Экспертиза оплачивает, это расходы тоже отражены в инвестиционной программе. Это часть соглашения, прохождение экспертизы с проектно-сметной документацией в Российской Федерации. За период работы комиссии при Министерстве экономики, которую вы возглавляете, сколько заявок поступило от частных организаций и от государственных? Насколько объективна работа комиссии? Не будет ли отдаваться предпочтение государственным строительным фирмам? Это практически невозможно. Дело в том, что конкурсная документация так составлена, и система оценки бальная. Например, если в проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу, стоимость строительных работ зафиксирована в районе 7 миллионов рублей, то претенденты, они пишут там 6 900, другой пишет там 6 миллионов, то есть и, соответственно, баллы присваиваются. И влиять на это члены комиссии никак не могут. Поэтому бальная система у нас первые 5 лотов, вчера были вскрыты конверты, там 3 госкомпании подали заявки, это МУП «Водоканал», госкомпания «Апснергылара» и «Берегозащита». Остальные 5 компаний частные, и они абсолютно на равных участвуют в конкурсе. Никаких преимуществ никому не будет, и это невозможно. Были ли к вам звонки, лоббирование, или же оказывалось давление на членов комиссии? Нет, я спрашивал всех членов комиссии, никто никому не звонил, никто ни за кого не просил, этого не было. У нас первая неделя, конечно, после того, как объявили конкурс, она была такая, скажем так, частные организации не очень доверяли всему этому процессу, но благодаря работе секретарю комиссии Ками Кварче она смогла эту атмосферу доверия создать. И люди стали приходить, она обеспечила доступ к информации полностью, потому что этот конкурс проводится впервые, и мы многим помогали вообще понять суть конкурсной документации, поэтому мы получили столько заявок, включая частных компаний. Кстати, руководители частных компаний предлагают некоторые новшества. Они понимают, они отнеслись с пониманием к тому, что это мы проводим впервые. Они не стали там цепляться к нам, то не так, это не так. Они предлагают в перспективе, например, допустить и к проектированию сделать конкурс проектов. То есть не объявлять конкурс на стадии уже именно строительных работ, а еще раньше. И в инвестпрограмме заложено 220 миллионов рублей именно на проектирование. Какую сумму предстоит освоить подрядным организациям, и успеете ли вы ее освоить в текущем году? Вчера утром я присутствовал, было совещание, ее проводил премьер-министр Республики Абхазия, как раз и по срокам, и по освоению, и по графику. На вчерашний день работы все в графике. По срокам премьер-министр очень жестко требовал соблюдать эти графики и даже ускорить работу. Всю необходимую информацию желающие принять участие в конкурсе могут получить на официальном сайте Министерства экономики. Там в заявке говорится, в заявке нужно указать опыт работы, количество успешно проведенных работ, аналогов за прошедший год,
причем нужно представить все это документально. Вот мне интересно, вы перепроверяете ту информацию, которую вам предоставляют? Вообще, кто будет оценивать конкурентоспособность конкурсантов, да, технологии, которые они применяют при работе, соответствуют ли они современным стандартам? Оценки выставляются по 5 критериям. Это и стоимость работ, это сроки работ, это опыт, это наличие квалифицированного персонала. То есть по 5 критериям, поэтому оцениваться там будет, я считаю, объективно. Кто делает быстрее, там, допустим, 30 баллов. Вот вчера дешевле. Мы вскрыли конверты. Одна компания написала, мы сделаем конкретные виды работы там, по лоту 45 дней. Другая компания написала 60 дней. Одна компания написала 24 дня. Естественно, 24 дня, кто написал именно по этой категории, у него будет выше балл. Он может написать и за 15 дней, но насколько качественно он будет проводить эту работу? Ну, есть же опыт работы. Они же в документах перечислили успешно проведенные работы по объектно. Естественно, МВД проверить, это соответствует действительности или нет. То есть здесь ввести членов комиссии в заблуждение никому не удастся. Следующий вопрос, который вы задали, для этого в комиссии есть представитель МВД, который будет, у него есть 3 дня рабочих, именно рабочих 3 дня, для того, чтобы проверить достоверность той информации, которую предоставили руководители строительных организаций. Естественно, он проверит, значит, действующие ли у них лицензии, проверить, соответствуют ли их балансовые показатели, особенно связанные с задолженностью по налогам действительности. Я уверен, что и налоговое министерство по налогам и сборам, и другие службы окажут всяческое содействие Министерству внутренних дел. И вчера представитель МВД заявил четко и коротко, что 3 дня ему достаточно, чтобы это все проверить. Я продолжу свой вопрос. Проведены работы. Кто будет оценивать качество проведенных работ и как освоены, как потрачены инвестиционные деньги? Генеральный заказчик управления капитального строительства. В конкурсной документации, значит, есть контракт, он тоже публично показан, какой вид контракта будет заключаться. То есть номинант заранее знает, какой будет контракт, какая ответственность, какая будет оплата, какие сроки. Все там прописано. И тот, кто претендует на проведение тех или иных работ, он должен понимать, какая на нем висит ответственность. Что касается качества работ, вопросов, связанных с чистоплотностью использования финансовых ресурсов, для этого есть соответствующие службы и силовые структуры. И если каждый будет свою работу выполнять качественно, я думаю, ни у кого не возникнет соблазнов играть с этими деньгами в какие-то игры. Это недопустимые вещи. Сколько еще будет работать комиссия? Комиссия будет работать до тех пор, пока мы все объекты, прошедшие экспертизу, не будут выставлены на конкурс. То есть это и 2016 год, это и 2017 год. Перейдем к другому вопросу, к другой теме. Несколько российских банков согласились кредитовать абхазские проекты через посредством инвестиционного агентства, Московского инвестиционного агентства. Первичный отбор проектов проходит в комиссии при Министерстве экономики Абхазии. Какое количество проектов уже прошло первичный отбор, отправлено в инвестиционное агентство, и там какое количество проектов подтверждено вашими московскими коллегами? Количество проектов, которые прошли отбор здесь, он не маленький. Там много проектов отправлено в Москву. В любом случае,
те проекты, которые целесообразны для Республики Абхазия, особенно касаемые производства, промышленности, глубокой сельхозпереработки, они все в Москве. Что касается работы претендентов на получение кредитов с московскими банками, конечно же, это сложная ситуация, когда наши люди вынуждены ездить в Москву. Поэтому на встрече Рауля Джумковича Хаджимова с Владимиром Владимировичем Путиным было озвучено, что Абхазия получит 2 миллиарда рублей, и эти деньги будут в Абхазии для того, чтобы убыстрить этот процесс и упростить. То есть получать кредит на месте здесь, в Абхазии, это большая помощь. Я вам для сравнения приведу цифры. На льготное кредитование все регионы России, вчера это было на телеканале РБК, выделено 11 миллиардов рублей всего лишь. А нам выделено 2 миллиарда рублей. Это очень большая помощь для Абхазии. И это большой шаг вперед для того, чтобы наши люди, которые хотят работать, умеют работать, получили финансовые ресурсы и осуществили свои планы. Так, финансирование каких-либо проектов уже началось в рамках инвестиционного агентства? На сегодняшний день готовы финансировать 5 проектов. Российские банки по соглашению прошлого года. Перейду к другой теме. Президент в своем послании дал поручение правительству сократить количество налогов. Как выполняется это поручение? Я знаю, что была создана в правительстве комиссия специальная, которая занимается этой работой. Скажите, что вам известно, на каком этапе работы проводятся? Есть распоряжение президента по оптимизации налогов, по сокращению. Да, президент прямо поручил правительству. Рабочую группу возглавляет Сериков Дмитрий Николаевич. В рабочую группу входят также депутаты парламента. До 31 марта комиссия должна представить президенту законопроекты, связанные с сокращением неэффективных налогов или ставок некоторых видов налогов. Было совещание с крупными и добросовестными налогоплательщиками. Они поставили много вопросов. Объем работы большой, я согласен. Но срок 31 марта, я думаю, что мы обязаны представить президенту на рассмотрение готовые законопроекты. Комиссия вчера тоже заседала, я там присутствовал. Есть, подход, я могу озвучивать мнение нашего министерства, министр тоже присутствовал. Мы считаем, что надо проводить серьезную, глубокую реформу, и что мы к этому готовы, тем более президент и депутаты готовы поддержать. То есть с 23 налогов сократить до 12, до 10. Конкретно, что это даст экономике Абхазии, сокращение количества налогов? Экономике Абхазии в первую очередь это даст понятную, прозрачную налоговую систему. Нету в мире успешной экономики, где 23 налога. Это ситуация нездоровая для экономики. Что происходит на самом деле? Бизнесмены либо уклоняются от них, они просто их не платят, скрывают, экономика уходит в тень, и мы имеем нехорошие, негативные последствия. В успешной экономике присутствует, допустим, 9 налогов, есть в Германии 12, и их все платят. Ставки должны быть понятные, ставки должны соответствовать экономической ситуации, той реальности, в которой мы живем. Реформы, конечно, президент требует ускорить процесс, и я думаю, что надо просто быстрее работать. Хорошо, Тавич, у меня все. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Вам спасибо за то, что приглашаете. Пользуясь случаем, поздравляю и вас, и всех наших женщин
дорогих, с наступающим праздником, 8 марта. Всем успехов. Спасибо, до свидания. Уважаемые телезрители, а я напоминаю, в студии был заместитель министра экономики Ахра Аристава. Мы продолжаем выпуск. Завтра день рождения у великого писателя, поэта, мыслителя, мудреца Фазиля Искандера. Писатель родился в 1929 году в Сухуми. Его отец, иранец по происхождению, в 1938 был выслан из СССР, и Фазиль рос у родственников по материнской линии. Сюжет многих его произведений разворачивается в селе Чегем, где автор провел значительную часть своего детства. Фазиль Искандер – автор знаменитых книг «Созвездие Козлатура», «Кролики и удавы», «Сандро из Чегема». Многие произведения Искандера были экранизированы. Фазиль Искандер как-то сказал о себе: «Я, безусловно, русский писатель, много воспевавший Абхазию». Абхазия в ближайшие годы, если не случится что-то сверхъестественное, сверхстрашное, как война, но я все-таки думаю, что это безумие не наступит. Через несколько лет она будет тем цветущим краем, который знала вся страна, а с годами я уверен, что узнаете весь мир. Я объездил очень много стран, и скажу без патриотического преувеличения, столь красивого края я не видел. За вклад в национально-освободительное движение, активное участие в общественно-политической жизни Республики Абхазия, президент Рауль Хаджимба подписал указ о награждении Руф Бейбжноу орденом Ахзапша третьей степени. Заработал сайт чемпионата мира по футболу среди национальных команд КОНИФА Абхазия-2016. Напомним, чемпионат стартует в Абхазии 28 мая 2016 года. На главной странице сайта работает таймер обратного отсчета, показывающий количество дней, оставшихся до церемонии открытия чемпионата. На сайте также можно получить информацию о командах-участниц, узнать подробности о том, какие события запланированы и где будут проходить матчи. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. До свидания.